Дорогие друзья, я Илья Борисов, и я приветствую вас на канале «Охота и рыбалка в Якутии». Уже через месяц мы вновь отправляемся за снежным бараном, но уже в горы Тампонского района. Выехали мы в 6:30 утра 25 ноября. До завершения сезона охоты на якутского снежного барана остается всего 6 дней, и 1 декабря полученные нами разрешения сгорают. Поэтому мы мысленно молимся, чтобы дорога была без сюрпризов. Выехали в этот раз мы вчетвером на моем Хайлюксе. В отличие от первой поездки, на улице уже бьют морозы. Если в Якутске еще где-то минус 32, минус 36 градусов, то по прогнозам в Тампонском районе ртутный столбик термометра должен был опуститься аж до минус 50 градусов. И в 1:30 ночи мы уже были на месте. Поставили палатку, растопили печку и готовились ко сну. Утро было морозное, явно чуть ниже минус 40 градусов. Для поддержания комфортной температуры в палатке, помимо буржуйки, мы взяли с собой автономный обогреватель E-Corner. Он не требует дополнительного источника электроэнергии и работает как на керосине, так и на обычном дизтопливе. Для поддержания тепла в рюкзаке заряжаю каталитические грелки. Взяв с собой термоса, немного печенек и паштет с хлебом, мы начинаем свою первую вылазку на новом месте. Готов. Отойдя 10 метров, мы сразу замечаем следы снежного барана, и это нас действительно воодушевляет. Значит, в этом месте баран точно водится. Надо сказать, следов было действительно много, от этого даже как-то настроение поднимается. А вдруг за следующим поворотом нас уже ждет заветный трофей. Чем дальше идем, тем больше следов мы видим. Появляется ощущение, что барана уже совсем близко. И вот нами замечен первый баран. 550 метров, так, конечно, надо. Че, может, этот? Попробуем открыть? Вдвоем. Надо лечь тогда. Не, надо упор какой-то взять. Ну какой рога хороший. Рога есть, что ли? Рога Нет, есть у него? самец, но этот маленький, и не очень большой. Но лучше, чем как бы ничего. Рога есть. Рога есть, ага. Или что, или мы вот сюда... Смотрите на них. Вот сюда видишь? Видимо, на трехпотихи. Вот так вот зайдем, с этой стороны. Видишь? Эти Вот это только можно лезть. Вот прямо вот так по диагонали. Вот Вот на ту, и вот на ту нельзя залезать. Нет, конечно. Сюда только по диагонали. Так, рацию. Давай включим. В каком углу? Придется идти, надо 408 выставляться. Метров. Ага. Падение у тебя сколько? На Ну, 400. что на падение это таблица? Давай, пойдем. Все сюда, на этот склон? Вот так, и вот это же стоит елочка. Елочка. Одна, да. Одна. И До туда допустим, подпустить, да? конечно. Мы с Александром решили подняться на склон, чтобы немного приблизиться. Расстояние в 550 метров и очень большой угол показались для нас сложной задачей. И пока мы поднимались, наши товарищи Петр с Денисом не заметили других баранов.
спокойно бродящих рядом с этим молодым самцом. Видимо, летался, короче. Күйте айтылы. Только косячните, я уйду здесь. Да? Как оказалось, один из самцов Чубуку был с хорошими трофейными качествами. Ебать, я этим карантином. Интихай яргындан. Білмеймін. Одикки тура бодақ. Хау, бетер акар. Туракар. Пути отхода смотрит. Клочер. О, клочер. Сай, баран. Бардана. Не попали, да? О, үйе ол чубуку беата хүдден. Хамы үйенен кырар. Кар кетер дел кырар. О, барды. Сіз бақтар турбуттар өйтіні. Ол тағыста. Ол тағыста налево бардылар үйенен. Да, после промаха мы с Александром решили подняться наверх, а ребятам сказали, чтобы они возвращались назад и зашли на соседний ручей. Вдруг эти бараны остановятся где-нибудь за этой горой. Магнита басала. Намного. Дядя, жесткий дядя. И на соседней горе, возле места нашего базирования, Денис с Петром увидели настоящего здоровяка. Попытка не пытка не мама. Маргов метров 500. Маргата рах. Аргенту. И приняв тот факт, что добыть этот трофей до захода солнца вряд ли получится, ребята решают устроить хотя бы видеоохоту. Так как мы уже стреляли на основной речке, на следующее утро было принято решение пройтись по соседней, которая в свою очередь разветвлялась на несколько ручьев. И здесь, в самом начале пути, мы уже увидели много следов. Что удивительно, мы ожидали 50-градусный мороз, но на улице было намного теплее, чуть ниже минус 30. Это вчерашний? Вообще, Пройдя совсем немного, около километра, на макушке ближайшей самой высокой горы мы заметили кормящихся баранов. Раз, два, три, четыре, пять вижу.
6. Хотя расстояние до них было не менее 1,5 километров, они нас сразу заметили. Но особо не волновались. Они спокойно кормились, контролируя расстояние. Ведь мы были для них как на ладони, а они для нас недосягаемы. И чтобы пойти дальше, нам надо было пересечь широкую долину речки. Смирившись с тем, что мы их сегодня точно не достанем, мы приняли решение опять-таки хоть зафиксировать их визуально. Но как оказалось, гора была слишком высокая, и наш дрон просто не смог подняться выше 500 метров. На этих кадрах вы можете увидеть, что в основном это были аныгэ, зрелые самцы якутского снежного барана. И размеры некоторых из этих чубуку были внушительны. Пока дрон снимал этих баранов, мы заметили еще одного, но уже с другой стороны нашей речки и чуть позади нас. Он был очень высоко, и мы для него также были слишком открыты. Пока не сел аккумулятор коптера, оператор решает подлететь и также зафиксировать его. Это довольно крупный самец, видимо даже уже немного старый. И вдруг он прыгнул и побежал вниз по диагонали в нашу сторону, а впереди него есть скалистый распадок. Батарея на дроне уже пищит от истощения, и он экстренно летит на базу. А мы, обескураженные тем, что баран не пошел вверх и даже не затерялся в распадке где-нибудь на отстоях, а идет вниз прямо на нас, начинаем занимать позиции. Он заходит в подлесок и периодически теряется из виду, появляется вновь, и время замирает. Вместе с ним замираем и мы. Давай. Давай. Сай. Сай. Кто рога разбил? Вот это старик. А? Смотри.
вокруг. О, долгожданный трофей наш. Трофей оказался трудовым, действительно трудовым. Не в первую поездку мы его взяли. Но трофей хороший, прям ему лет 12, может быть больше. Очень старый баран. Рога все отломаны. Тут вообще вот. Ну это при падении повредил, видимо. Тут еще бы отросточек, наверное, еще сантиметра 4-5 дал бы. Трофейных качеств хороших. Жалко вот зачет не пойдет из-за сломанного рога. Но ничего, сам трофей хороший, большой. Байнай нам просто его подарил, чтобы нам даже не пришлось поднимать в гору, чтобы его спускать. Но сколько было пустых подъемов до этого трофея. Мы начинали охоту в этом сезоне с Момского района. Облазили горы Момского района. К сожалению, там была только молодежь и самочки с детьми. Тому приехали, 1000 километров проехали и приехали пустыми. И вот уже в Тампонском районе мы сейчас находимся. И Тампонский район нас побаловал таким замечательным бараном. Вчера тоже видели баранов, даже стреляли, но там не удалось нам добыть. Было большое расстояние, угол мы неправильно рассчитали. А в этот раз баран долго спускался, за это время мы успели подготовиться, рассчитать все дистанции, где он может появиться. И точный выстрел поразил цель. И российский карабин «Тигр», конечно, это не иномарки. Он в любую погоду, и в дождь, и в снег, и в морозы, и в жару всегда стреляет. Главное его чистым держать, и все, никаких проблем. Попадание, видимо, хорошее, ровно по месту. Вот. Байнай, конечно, отблагодарил хорошим трофеем, прямо зачетно. Ситуация такая опять, нет, как бы очень интересная. Мы на самом деле скрадывались к другой группе баранов. Она была на высоте, практически недосягаемая. Думали, авось там что, где. Пока в бинокль их смотрели, к нам сзади подошел, вот, вышел, смотрел долго. И самое интересное, что мы вообще не прятались, а наоборот начали ходить, передвигаться немножко. Видимо, его заинтересовало движение, решил разобраться, показать, кто тут хозяин, и спустился вниз к нам. Вот так баран такой боевой. Рога все побитые. И явно драчун. И выдавливают, да? Оп. Там на. Кто? После разделки, так как у нас оставалось еще довольно много времени, мы решаем пройтись дальше на разведку. Разделившись на две группы, мы пошли вверх по двум разным ручьям. И тут мы были шокированы плотностью следов. Честно сказать, так много следов чебуку на такой большой протяженности мы не видели никогда.
Но где же они сами? Все растоптано. Переход. Трасса. Летом водопой был. А вот, видимо, то место, где самцы пропитываются боевым запахом. К своему удивлению, вместо баранов на склоне горы мы заметили соболя. Кажется, он так же, как и мы, в поисках добычи. Охотник. Поняв, что это место является притяжением здешних чебуку, мы решаем завтра вернуться сюда же. А пока в горах начинает темнеть, время возвращаться к палатке, до которой нужно идти около 4 километров. По пути мы еще должны забрать мясо. У нас такой быт, конечно, охотничий, палаточный быт. Мы выехали в то место, где у нас нет ни зимовья, нет никаких избушек, где мы могли бы остановиться. Мы живем в такой палатке. Палатка гексагон, достаточно большая, 4 раскладушки у нас влезает, стол, печка, обогреватель, все влезает. Конечно, так немножко тесновато, но при этом все как бы под рукой, все хорошо. Сегодня весь день ходили, на улице у нас ниже минус 30. Конечно, мы вспотели, промокли. И сейчас вечером у нас есть время просушить вещи свои, чтобы завтра опять в новый путь, уже в сухих вещах, как бы зимой мокрым ходить совсем не камильфо. Байнай нас порадовал сегодня очень хорошим трофеем. Сейчас мы начнем готовить. Хороший баран попался, не худой, с прослойкой жирка. Тестикулы как-то как бы принимать в пищу яйца не очень хочется, поэтому будем называть их тестикулами. Так, это садж. Вообще первый раз готовлю на садже. Честно говоря, даже особо-то и не разбираюсь, как правильно готовить. Просто когда покупал, что-то там прочитал в интернете. Ну, готовится так-то и так-то. Просто как-то перед выездом зашли в магазин, а там саджи продают. Ну, а почему бы и не купить? Вот сейчас чуть-чуть подплавится жирок и начнем мы все остальное кидать. У нас здесь вырезка, ну, тестикулы в первую очередь будем готовить, жарить. Мы приехали на одной машине вчетвером на пикапе. Салон пикапа у нас Toyota Hilux, он очень маленький. Ехать далеко, и чтобы там у нас ничего не мешалось, мы все в кунге. Кунг у нас не отапливается, он холодный кунг. Поэтому все продукты, практически все продукты мы заморозили. Вот у нас Денис Николаевич все подготовил. Сразу дома вымыл овощи, нарезал, нашинковал. И вот лук у нас, он вот, на самом деле нашинкованный, нарезанный.
но замороженный. И как бы, когда вот овощи замораживаешь, главное их не размораживать перед тем, как кидаешь уже в блюдо. Это наши тестикулы. Огонь насадок должен быть хорошим. То есть вот тут не должно быть никакого тушения, тут чисто жарить нужно. Тут у нас сердце и вырезка. Прямо в жир выкладываем. Поплотнее можно. Так, чуть прожарить. Пришло время подсолить. Сейчас мы перевернем их и подсолим. Для аромата тоже. Черный перец вообще к мясу хорошо подходит. К любому мясу. Щепоточку кинем. Все. Больше ничего добавлять не будем. Время приготовления у каждого ингредиента немножко разное. Тем более мясо у нас было подмороженное, поэтому вот тестикулы уже готовы. Вот они даже уже поджарились у нас. А мяса еще нет. Поэтому будем пробовать все по мере приготовления. Буквально уже все можно снимать с огня. Запах отменный. Как давно не ели. Остальная проба? Да. Сейчас туда мясо пойдет, мясо уже частично готово. Вообще давно не ели. Лайк. Ой. Сейчас сердце возьмем, еще сердце попробуем. И потом приступим к блюду номер 2. Приступаем к готовке второго блюда. Посолили, немножко поперчили. Тут у нас лук, чеснок, болгарский перец, диафрагма, сердце и почки. Что еще забыл? Ну, вроде ничего не забыл. Лучок. Лучок есть, да. Это толстый кишечник. По-якутски называется мычас. Как-то решили попробовать. Получилось очень вкусно. Поэтому по возможности так и готовим. Процесс такой не самый быстрый. Вот набили нашу кишку ингредиентами. Сейчас завяжем. Будем жарить. Забили нашу кишку внутренностями. К сожалению, все не влезло. Так, жарим все вот это дело. Кто будет снимать робот? Николай.
Погибли, мышь у нас, кажется. С утра, как и планировали, наши две группы двинулись по своим вчерашним ручьям. Ребята вчера видели около 2 десятков баранов, но добыть не смогли. А что же нас ожидает сегодня? Дойдя ровно до тех мест, где мы за день до этого развернулись, мы увидели баранов. А, не, телка с ягненком. А, да? Ага. Айбу подтачал. А то смотри сам. 300 метров. Ну стреляй, попробуй. С другой стороны, вот опять тоже. Не очень, да? Близко стоит. Что делать? Точно, да? Да. Ну, блин. Что-то. Байонет дал или проверка? Попробуй. Что-то не очень хочется. Да. Может, проверка на вшивость? Денису с Сашей не скажем тогда, да? Ну, отсюда верняк. Стоят, смотрят. Тоже стоим, смотрим. Не, отсюда верняк. Все-таки телка. Ну как телка, самка еще и с ягненком. Мы же дальше тоже будем охотиться. Не одним годом живем. Пусть хотя бы подрастет телок. Как он телок? Ягненок, правильно. Телок-то этого лося. Поэтому, наверное, надо в таком случае свои эмоции сдерживать. И пусть плодятся, размножаются. Мы будем искать своего старика. Хотелось бы двурогого найти на этот раз. Сейчас собирайся тут. Погнали. Такие дела я бы выстрелил. Вот мамочка с ягненком шла к своему мужу. А муж вон стоит. Да, для нас, конечно, дистанция далековатая. Настолько мы никак уверенный выстрел. А такое расстояние не сможем сделать. Ой, так хорошо на нас смотрят прямо. Зрение, конечно, у них вообще шикарное. У меня даже дальномер отсюда не берет. А нет, рога не закручены еще. Смотри, у меня бинокль потеет. Козел. Козел. Ну такой уже подрастающий. Стареющий потихонечку. А как ты видишь, что они? А он боком повернулся. А, да? Ну, база широкая у него. Вот, видишь? А, вижу, да. Молодой. Ага. Молодой. Молодой. Там рядом ничего не видно. А молодого опять, наверное, на дежурство, да? На стреме стоит. Потому что первый день так. У первого увидели, поползли сразу к первому. Оказывается, за поворотом основное стадо стояло.
где были крупные самцы, хорошие. А мы вот так вот. Ну, кстати, тогда могут быть за поворотом, да? Он стоит, наблюдает за этой грядой. Дальше. Ты не слышишь? Воробья же бьются. Наша самка вот здесь, вот стоит, видно ее, которую мы до этого видели. А вон через гряду еще одна стоит. Я эту потерял, елка. А, вот вижу. Нет, это козел, это не самка. Ну, очень маленькие рожки. Ну, да. А почему нет, это не самка? Ну, на мясо пойдет, что? Да? Да. Думаешь? Потому что Высоко. ну, он высоко, да. Имеется в виду мясо. Ну, одного на мясо можно взять. Главное, чтобы самец был. Ну. А вот самка к нему, видимо, идет. Вот она, с ягненками идет. 513 метров. Тот баран. Да. Если я залезу туда, то будет 450. Мне надо еще чуть ближе. Мне надо 400 для уверенного. Потому что я уже промазал на 450. И второй раз не хочу промахиваться. Поэтому хочу сделать уверенный выстрел. Ну, до 400 я вроде нормально стреляю. Надо только угол рассчитать. С углом вот у нас не всегда все гладко происходит. Еще раз, это сколько говоришь? 513 метров. Это прям он. Он стоит на 513. Это, наверное, на 400 стоит. На 380. Вот если бы он здесь стоял, вот на белом, то было бы хорошо. А мне это точно баран? А если я вот сюда поднимусь? Да, это баран. Это 100% Да? баран. Мгм. Если я сюда поднимусь? Ну, давай, попробуем. Подожди, если потом еще завалишь его, ты как туда поднимешься? Ну вот я говорю, давай пройдем посмотрим. А, пройдем, ну. Да. Если этот там как бы с отстоя может упасть вниз, можно попробовать. А если он там застрянет, то мы его оттуда никак не вытащим. Все, пошли. Нет, мы его никак не вытащим. Все равно, да? Да, что-то я перепутал. Не, он там явно застрянет. А то посмотрим этот распадок. Может, там хороший распадок. Ну да, давай. Пойдем посмотрим. Интересно. Сегодня интересный день. Ох, чем дальше, тем интереснее. Даже усталость даже улетучилась. Ну все, пойдем. На нас смотрит. Сколько метров? Близко же. Я вообще не могу найти. Очень близко. По камере очень близко. 362 метра. Ближе, чем эти самка с ягненком. 362 метра. Надо стрелять? Не отсюда. А? Может, там поднимись? Не. Поднимись. Ну ладно, мне все равно рюкзак надо скинуть еще. Они дерутся друг с другом. Серьезно, да? Я буду тут стоять их отвлекать. А, стреляй, Илья, стреляй. Стреляй, хорошее расстояние. Как это, как самка с ягненком. Они дерутся по-любому. 33, 320 метров. 320. Близко же для тебя, хорошо. Это расстояние по углу. 362 метра по углу 320. Смотри, бодается. 33 градуса. Это очень большой угол.
Видишь, да, хорошо видишь? Левый больше, да? Попал. Хорош. Еще. Бей, 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 бей. Пусть бежит. Не убивай. Пусть к нам бежит он. Вот встал. Встал он. Стоит. Упал. Влево пошел. А, стоит он. Ну он в сторону нас. Короче, влево ты его увидишь сейчас. Вот идет. Влево, влево. Добивать надо. Сзади попадаешь. Попал. Давай, давай, давай. Сейчас падать будет. Смотрит на тебя. Встал опять. Я не вижу. Ну там же. У меня прыгает. Стоит. Вижу. Давай. Это шанс твой. Уронить. Потому что он скоро все равно упадет. Вниз попал. Побежал влево. Нога повреждена у него. А, падает уже. Не-не-не. Встал. Вниз. А? На метр низко стрельнул. Да. О, патроны выпали. Он не уйдет. Его болтает, ага. Ну, ты где этот? Самим бы не потерять из виду его. Ты следи за ним, ага. Я вообще потерял. А, вижу. Он, оказывается, намного дальше стал, да? Да. Поэтому, блин, не светит. Ой. О, я пошел. Я вижу его. Состояние его. Корректируй, а? Покорректируй постоянно. Не видел. Стоит. Не близко. Вверх стрельнул. Опа! Вот это попадание! Это... У-ху! О, не зря БНА проверял нас. Ха-ха! Есть! Да, конечно, полуавтомат дает плохим стрелкам хорошую возможность. У меня аж ствол нагрелся. Есть. Да, круто. Но плотность тут прямо зверя поражает. Очень хорошая плотность. А мы еще идем, и у меня оператор говорит, не слышал? Я говорю, что? Бой рогов, говорит. Я говорю, не слышал. Только за поворот заходим, а тут два барана дерутся. Идем наверх за бараном, за барашком. Они стояли вон там. А этот упал где-то вон там. В охоте никогда не надо торопиться. Всегда нужно обдумать все возможные дальнейшие шаги и только потом предпринимать какие-то действия. Обрадовавшись добычей трофея, мы сразу ломанулись туда, куда он упал, в то место. А он упал и скатился
самый низ в обрыв. Вот он катился, там даже какие-то внутренние органы выпали. Кровь. И туда. А там вообще обрыв. Мне все-таки хочется посмотреть вот с обрыва. А вдруг он там на краю застрял. Чтобы второй раз не подниматься. Ну, он жестко скатился. Мне кажется, он набрал настолько оборотов, что он на речке уже. Мог застрять, да? Ага. Давай, зарядь. Очень хорошее попадание. Почему ты не умер? Фирокка. Курю, это хоть тобой вот. Он братан. Да, это не клиншот. 3, 4, 5, 5, 6, 5 или 6, да? 6 лет. Или 7. Еще один тампонский баран добыт в этот выезд. Мы нашли очень хорошее место. По дороге встретили несколько самок. Были даже самки с детьми. И вот за одним поворотом увидели 2 дерущихся самцов. Расстояние было 360 метров. Угол, правда, был достаточно большой, 33 градуса. Позиция для стрельбы не совсем удачная была, удобная. Вертикально почти вверх стреляли. Но ничего страшного, хоть не с первого выстрела, но благодаря полуавтомату можно, как бы он прощает огрехи прицеливания и так далее. Пайнай нам дал, прям барана поставил на отстое. Он стоял полный корпус, боком все хорошо было видно. И не просто он нам поставил, он даже спустил его вниз. Хотя мы, конечно, по своей глупости и быстроте, наверное, решили подняться наверх. Поднялись бы еще 200 метров где-то наверх. Потом увидели, что баран просто по отвесу скатился вниз, и пришлось нам вниз идти. Несмотря на очень такие серьезные попадания, пришлось его добивать. Он не умер, хотя и падал с огромной высоты. Тут несколько камней, он там подлетал, не знаю, как это животное осталось жить еще. Ну вот, пришлось добить. Еще один день прошел успешно, охота удачная. И сейчас все, что останется за кадром, это надо донести до базы. Мы вдвоем с оператором, ну и как-нибудь, и не таких выносили. О, может, навстречу придете, поможете, а то как-то тяжеловато. Как далеко находитесь? 2 километра, да? Около 2. Около 2 километров, не больше 2. Где-то, наверное, километр 700. Мы еще навстречу к вам пойдем. Там просто хотя бы вещи какие-то перекинуть. Принято. Хорошо, хорошо, давай. Сейчас мы рюкзаки закладываем уже. Чего они не взяли, получается? Да, что-то наша вторая команда немножко отстает от нас. Почему-то. Что им мешает, интересно? Вот таким образом прошла наша непростая охота на якутского снежного барана. Ради справедливости надо сказать, что в последний день, когда мы с Петром остались собираться к выезду, Александр и Денис все-таки добыли своего барана. Денис, помаши. Помаши, говорю. Дениса позиция здесь была.
Вон дерево. Вон дерево. Вообще дальномер не бил же, блин. Вот. Баран вот лежит. Был возле дерева, над деревом. Там стреляли. Он оттуда скатился вот сюда. Ну, у нас, конечно, в низину не катится, как у некоторых. Вот такое расстояние. Вот Денис. Моя позиция. А вот с рюкзака. Вот рюкзак лежит. Вот. В нем. Наконец-то сегодня 4-й день охоты. Нам капитально, ну как сказать, каждый день мы видели, но дистанция была всегда порядка больше 430, 450 и так далее, по убегающим все больше. Сегодня тоже намерили 500 метров, начали стрелять. 500 метров. Давай сфотаемся. Так что гештальт закрыт, бумаги заполнены, а мы, преисполненные счастьем, возвращаемся домой. Дорогие друзья, вот и завершилась наша охота на снежного барана чебуку. Надо сказать, что в этом году охота у нас оказалась довольно-таки сложной, приключений было много, и далеко не с первого раза нам удалось добыть этот заветный трофей. Но все-таки в итоге Байнай отнесся к нам благосклонно и подарил отличные трофеи. И хотя вам кажется, что охота прошла так быстро, хорошо и успешно, на самом деле за кадром осталось множество ситуаций, таких, в которых мы уже готовы были бросить все, плюнуть и вернуться домой. Только ради вас мы стараемся, пытаемся, ездим, снова выезжаем, чтобы снять хороший контент. И хотя мы не выходили уже очень большое время, уже порядка 3 лет нас не было в эфире, тем не менее, эти 3 года мы не сидели сложа руки. Мы ездили, снимали, не всегда у нас все получалось, но с этого года мы опять начинаем наш новый цикл передач «Охота и рыбалка в Якутии». Поэтому очень буду рады увидеть ваши комментарии и лайки, ведь с каждым комментарием и лайком у нас растет уверенность, что мы движемся по правильному пути. И еще мне хотелось бы поблагодарить наших партнеров, а также пригласить других партнеров. Будем рады любой форме сотрудничества. Ну, на этом мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч.